Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот мы живем в особое время, время правды. И свет этой правды, он все больше и больше проливается на различные события, на тайные истории, на поступки и мотивы как отдельных людей, так и целых даже религиозных институтов. Но помимо этого, вот это время кризисов, время войн, катаклизмов, это еще и время, когда каждый человек может очень честно взглянуть на свою жизнь и оценить свою жизнь, в том числе и духовную. И вот этот такой внутренний аудит, он одних людей пугает, особенно людей, которые оказались в каких-то экстремальных ситуациях, а других людей наоборот. И вот знаете, если взять, допустим, события в Украине, то возникает очень интересный вопрос. Почему одни люди, находясь в подвале многоэтажного дома, когда прилетали снаряды, когда все разрывалось, рушилось, содрогалось, они чувствовали радость внутреннюю, покой, умиротворение. И вот это очень важный вопрос. Почему радость? Что, казалось бы, вот еще одно мгновение, и твоя жизнь может остановиться, вот эта земная. А они чувствовали радость. В то время, когда другие люди, находясь в относительно, скажем так, спокойной обстановке, когда не было угрозы для их жизни прямой, когда стреляли где-то очень далеко, они чувствовали безысходность большую и, я бы даже сказала, панику. Вот чем вот это обусловлено? Почему такая разность большая? Это элементарно на самом деле. Те люди, которые, находясь даже в экстремальных условиях, под реальной угрозой их жизни, чувствовали внутреннюю радость. Угу. Нормально ли чувствовать радость в такой вот ситуации? Конечно, нормально. Угу. Ну, не с позиции психологии. Если человек духовно развит, то приближение физической смерти, которая происходит не по его воле, подчеркиваю, не по его, от внешних факторов, то оно дает внутреннюю свободу. Почему? Потому что человек, который духовно занимался, развивался, независимо от религии, но он действительно в контакте с самим Богом, с миром духовным. Он чувствует эту связь. И когда он осознает, что в любой момент он может расстаться с физическим телом, то начинает доминировать именно духовная составляющая самого человека. И естественно он чувствует умиротворение, он чувствует покой, потому что он осознает, что он человек, а не тело. Понимаешь? И вот здесь вот огромная разница. Ну, давай для простоты пояснения, извините, друзья, давайте вот так называть, допустим, человек материальный или составляющая материальная самого человека, давай называть обезьяной. Да? Ну, мы же произошли по Дарвину от обезьяны. Значит, обезьяна, а духовная составляющая — это ангельская суть, ангел. Ну, обезьяна и ангел — это две составляющие одного человека. А второй человек, который, находясь даже в безопасности, он чувствовал страх. Почему? Потому что он далек от ангельской сути. Он все-таки остается обезьяной. А для обезьяны смерть физического тела — это состояние субличности. Любой человек это чувствует и понимает. Отсюда страх, отсюда беспокойство, отсюда паника и понимание того, что ты упускаешь не просто привычный образ жизни, да, что что-то изменится, а это катастрофа для сознания. Ну, для личности это еще хуже. Почему? Потому что это вечное рабство. И вот здесь возникает действительно вот это вот состояние страха, беспокойства. Но оно даже необъяснимое, оно идет изнутри, от самой личности. И вот здесь человек начинает, ну, конечно, впадать в уныние, в угнетенное состояние, безысходность, ничего сделать не может и тому подобное. Знаешь, что еще интересно? Интересно, что это происходит не только у людей, которые там занимаются духовным саморазвитием, имеют какое-то отношение к каким-то религиям, они все соблюдают. Ну, но это еще и происходит у людей, далеких от религии. Вот, и многие говорили, что так парадоксально, что они надеялись все-таки
что особенно те люди, которые испытывали страх и панику, они говорят, мы надеялись, что, возможно, вот эта принадлежность к какой-то религии даст нам привилегии, и мы, может быть, как-то переносить эти события будем легче. И некоторые, да, заметили о том, что вот у чувства страха, у чувства боли, перед этим чувством все равны. И, в общем-то, также они чувствуют боль, как и атеисты те же. И здесь они понимают, что что-то, наверное, происходило не так в их жизни духовной, что есть уже какая-то у них и обида, и раздражительность на себя, что не получается справиться с этим. И понимание, вот просто когда задумаешься, о чем свидетельствует тот факт, когда человек испытывает панику, будучи человеком религиозным, будучи человеком верующим. Нет, он не верующий, он не религиозный. Он боится, что он не спасется. Он эгоист. Угу. Он эгоист, знает это, да. который считает себя очень верующим, что вот он все исполнял, и Бог должен о нем заботиться и тому подобное. Это знаешь, есть такие люди, ну все мы их знаем, которые перекладывают ответственность на других. Скажем так, это будучи уже взрослым, они остаются еще маленькими обезьянками, понимаешь? Из-за чего это происходит? Из-за того, что вот нас воспитывали, мы воспитываем детей, ребенок что-то начинает требовать, чего-то хочет, мы тут же это даем. Если мы не даем, ему достаточно поплакать, и мы для того, чтобы он перестал плакать, мы ему даем то, что он хочет. И ребенок начинает понимать, что ему достаточно поплакать, покапризничать, и родители что-то дают. И ребенок начинает этим манипулировать, и потом манипулирует всю жизнь. Понимаешь? А к Богу относится, ну, как к отцу, как к родителям, понимаешь? То есть раз Бог Отец, значит, Он мне уже должен. Ведь отношение, заложенное в детстве к родителям, какое потребительское, то так, точно такое же отношение уже начинает идти у взрослого человека к Богу, как к родителям. То есть это маленькая обезьяна, тот ребенок, который в человеке застрял и не повзрослел, он продолжает доминировать. И такие люди, ну, они считают многие себя очень духовными, даже иногда что-то исполняют, там, то, что прописано в их религиях. Но на самом деле они далеки от Бога. Они крутятся вокруг собственного эгоизма, не больше. И естественно, когда возникает какая-то угроза их жизни или что-то идет не так, но они очень тяжело это переживают, входят в стресс, а для многих это вплоть до, скажем так, разрушения их психики. Почему? Потому что это ломает все их установки, концепции и все понимания, и надежды, понимаешь? То есть человек считает себя, как ты говоришь, религиозным, что он уже Божий. Он Божий, Да. и в его понимании Бог его должен носить на руках и защищать от всего. Да. А здесь вдруг угроза, и он понимает, что он равный, такой же самый, как и все люди. То есть нет никаких различий. А как же, он же ж особенный, он-то себя считает особенным. И что Бог обязан за него заступаться, разрешать все его проблемы. Вот отсюда и конфликт внутренний. Ну, давай рассмотрим других людей, которые действительно стоят на духовном пути, которые действительно занимаются над собой, где личность развита, ну, скажем так, не доминирует ангельская сущность, а не обезьянья, да? То эти люди, они совершенно по-другому воспринимают такие ситуации. Даже когда мир рушится, то у них внутри покой. Почему? Они не привязаны к телу, они не привязаны к этому материальному миру. У них жизнь внутри. И это действительно радость. Радость от того, что еще мгновение, и он может встретиться с самим Богом, то есть с миром духовным. Он может там встретить таких же, как он, тех, кого он постоянно чувствует. Ну, естественно, у человека возникает радость. Сознанием он это не может объяснить, почему. И вот сколько наших друзей, да, вот они рассказывали, что переживали эти минуты и сами удивлялись, почему. Сознание удивлялось, хотя внутри они знали ответ. Они знали, что они уйдут из этой суеты в вечную радость, счастье и просто в рай, как говорят в христианстве. Правильно? Да. Вы знаете, проводится параллель тоже со святыми отцами. Очень удивляло, что они называли как раз-таки вот эти сложные периоды в своей жизни, периоды гонений, периоды тюрем, лагерей, войн, самыми счастливыми моментами в жизни. И они говорили, вам будет сложно это понять, но это те моменты, когда Бог был по-особому близок, когда молитва была настолько сильной, что потом уже в последующем
Очень тяжело Очень было. тяжело было достичь такой степени именно вот этого диалога с Богом, Это чистоты вот этой. естественно. Чем труднее условия для тела, Мгм. тем свободнее личность. Когда сознание занято паникой, вот, тяжелыми условиями, болезнью, угрозой для жизни, тюрьмой, преследованием, оно паникует, сознание паникует, то личность становится свободной. И тогда человек уже он как бы впервые начинает видеть себя со стороны. Вот если мы опять-таки вернемся к писаниям святых отцов и посмотрим, о чем они говорили. То, что они называли вот некоторые исхождением Духа Святого, да, на них прозрением и тому подобное. Что это означает вообще? Вот для некоторых это означает, вот он раз и Буддой стал, да, если мы так смешаем все религии, да, для понимания сути. Или святым. Вот некоторые считают, нет, друзья мои, это как раз первичный опыт осознания того, что ты, друг мой, не обезьяна, что ты ангел, что ты личность. Но приходит и понимание другое, что сознание активно, что бесы, они не где-то там, знаете, это как, скажем, культурно-жреческие структуры, особо выдающиеся у них личности придумали, что сатана должен быть с рожками, там с пятачком, как у поросенка, с копытцами, с хвостиком, а вообще на козла похоже, знаешь, из себя рисовали. Я не знаю, какие они грибочки кушали перед этим, но такие образы повыдумали. И это навязали, скажем так, на нестабильную психику своих прихожан. И люди, если приходит не черт, значит это не черт, понимаешь? То есть, черту должен явиться вот такой вот генетическим таким вот коктейлем к нему. Тогда это черт. И лично к нему обязательно. А еще лучше не просто черт, а сам дьявол. Это ж, он же величайший человек. Да, он же, извини, он в церкви был и свечку ставил. Значит, какой черт к нему придет? К нему сам дьявол должен прийти, да? Он же эгоист высшей пробы. Так оно и происходит, понимаешь? То есть, а на самом деле, сатана, он сидит в каждом. Бесы, сатана, как бы мы это ни называли. Сознание. Сознание — это материальная структура. Да, полевая, но относящаяся как раз к материальной части самого человека. Вот оно и происходит, что оно смертное, оно пугливое, оно завистливое, оно всегда вечно подлое и нехорошее. И если в человеке доминирует обезьяна, то как бы он ни выражал свою, знаешь, что-то человечность, еще что-то, все равно проскакивает грязь. Обезьяна, она и есть обезьяна, понимаешь? То есть, как бы она ни пряталась за какой-то маской, за каким-то ликом, все равно что-то сквозит через нее. Но в человеке есть и другая составляющая, ангельская. Если она доминирует, то как бы человек не пытался спрятать ангела, он чувствуется. Это ж естественно. Очень многие люди вот в этот период острых таких жизненных событий, они очень ярко почувствовали вот это разделение внутри себя, что есть… Вот это и есть озарение, вот это и есть хождение Духа Святого, как говорили те же старцы, да? Почему? Потому что человек впервые получает реальный опыт. Реальный опыт того, что он не обезьяна. Он отрывается от своего сознания, и он уже может как наблюдатель видеть, что происходит. Он понимает, что сознание его толкает, его одолевают какие-то эмоции, страх или там сознание толкает что-то сделать, но он уже контролирует, он уже видит этот процесс. И он понимает, что сознание — это не он. И он понимает, на что подбивает его сознание. И начинает с опытом, конечно уже, понимать, для чего и какие будут последствия. И вот здесь он уже может легко контролировать, останавливать этот процесс и тому подобное. Это мы говорим легко. На самом деле это все сложно. И те же старцы говорили о чем? Что после как раз вот этого прозрения и начинается внутренний Армагеддон, да? То есть сама борьба. Вы знаете, мне очень запомнились слова Серафима Саровского, когда однажды ему задали вопрос, а чем отличается, скажем, утопающий грешник от праведника и даже от святого. И он говорил, что они отличаются всего лишь решимостью. И это было так интересно, то есть решимостью действовать, твердым намерением таким, оставаться Божьими до конца, вести вот эту борьбу. То есть и по сути все в одинаковых условиях, получается, находятся. Но сознание говорит, что вот мое сознание, оно, наверное, вот более агрессивное, вот оно более жестко настроенное какое-то, чем у тех же святых или у тех же посланников Божьих. Конечно, конечно.
все одинаково. Все одинаково переживают. Просто есть люди, которые видят цель, они ее ставят перед собой и просто не замечают препятствий. Почему? Потому что они начинают жить чувственным миром, духовным миром. И тогда они действительно стремятся к Богу. Им надоедает быть обезьяной. Ну, в действительности человек — это высшее существо. Но и оставаться при этом приматом, ну как-то оно обидно, понимаешь? То есть, и вот здесь другая гордыня, настоящая святая гордыня, да, она их заставляет двигаться к Богу. Не за тем, чтобы что-то получить, а за тем, чтобы перестать быть обезьяной, понимаешь, и стать человеком. Вот что их толкает. А других наоборот. Когда человек, ну, скажем так, в нем доминирует больше звериная суть, в нем больше от обезьяны, чем от ангела, он не может отделиться как личность от сознания. Сознание сильно, а он как личность ленив. То здесь возникает, конечно, не очень хорошие моменты. Почему? Потому что часто сознание создает иллюзию, что он такой вот правильный, он может наизусть знать Святое Писание, знать, где какая там запятая была и тому подобное. Но духовнее от этого он не станет. Даже соблюдая и зная все ритуалы и все остальное. Ну это же так. Одно дело навыки, одно дело какое-то знание, но все эти навыки, все эти знания без личного опыта это ну, просто ноша, которую он несет. Вся жизнь его превращается в театральное действие, это как артист на сцене. Но зато у него будет очень высокое самомнение, он вот, к Богу будет относиться как к родителю, требуя от него всего, и от других будет требовать. Ну, такие люди. Знаете, такой мир. Да. Вы знаете, очень многие люди, когда уловили вот эту нотку, скажем, некой обиды внутренней на себя, они поняли, что значит были какие-то ожидания, и начали разбираться, а что это были за ожидания. И поймали себя на том, что все-таки, да, теоретически они понимают, что в последний миг ты не спасешься, но попали в ловушку вот эту системы того, что они все-таки думали, что можно покаяться в последний момент и все разрешится. Конечно. И вот наступает вот этот острый момент осознание, и ты понимаешь, что ты неправильно расставил приоритеты в своей жизни, Нет. что Не человек расставляет, ему навязывают. Навязывают, что ты Понимаешь, поверил. вот, я скажу так, если человек не занимается саморазвитием, а просто доверяет, вручает свою жизнь кому-то, ну, скажем так, обыденную жизнь нашу земную, мы вручаем ее политикам, да, то есть они должны за нас принимать решения, как нам жить и что нам делать, принимать законы соответствующие и все остальное. Свою духовную жизнь мы вручаем, ну, скажем, священнослужителям той религии, к которой ты относишься, и перекладываем всю ответственность на кого-то. И продолжаем существовать, извини, ну просто как животное. То есть нас погнали в одну сторону, мы пошли, погнали в другую, мы пошли. Вот из-за этого оно все и происходит. Но если человек начинает духовно развиваться, действительно чувствует эту потребность, а ее чувствуют все. Просто некоторые хватаются за эту соломинку. Знаешь, вот схватился за соломинку и сам вылазит. А другие от бревна отталкиваются. Зачем? Ну зачем напрягаться, если есть вот, ну скажем так, жреческие структуры, которые обязаны это выполнять, и вот на них они уповают. А потом приходит осознание, что он ничего не знает, ничего не умеет, и жизнь ну, прожита в буквальном смысле слова зря. Да? Она не прожита, она сожжена, его жизнь. Несмотря на то, что бы он ни добился в этой жизни здесь. Ведь наша жизнь, если в действительности смотреть, ну давайте с позиции, вот глянем, ну, скажем, элементарно, с позиции даже или в отношении нашей планеты. Сколько существует наша планета и сколько существуем мы. Да? Ведь это ж материальные, соизмеримые вещи. Мы ж очень мало живем. Это практически мгновение существует. Но это мгновение дано для того, чтобы мы в действительности обрели жизнь настоящую. Знаете, вот как из гусеницы зарождается бабочка, да, то есть ну это действительно так. А потом бабочка, она может способствовать тому, что появляется еще масса других бабочек. Ведь гусеница это не сможет сделать. Да? То есть она всего лишь гусеница. И вот пока мы являемся гусеницей, нам надо стать ангелом. Бабочка. Для чего нам надо это стать? Для того, чтобы спасти других, понять этот процесс, пройти самому, а потом уже делиться с кем-то, правильно? То есть, ну таким вот образом мир так устроен. И вот эта вот короткая жизнь наша, она очень короткая.
но ее более чем достаточно для того, чтобы человек смог спастись духовно. А, к сожалению, жреческие институты, которые перебрали на себя всю духовную ответственность, ну как бы сняли ее с людей. Они рассказывают, что тебе достаточно перед смертью покаяться. Знаете, такая вот сказка. Если ты говоришь вот просто «да, я отказываюсь от дьявола, я каюсь» и тому подобное, пробубнил словами. Принимаю И все. Иисуса в свое И тут сердце, тебе и раз. всё. Да, я принимаю. Мгм. А на практике? А на практике принял ли ты его, друг мой? Вот в чем вопрос. Правильно? Если ты христианин, то твое сердце должно быть домом Иисуса Христа. А взгляните в себя, есть ли он там? Вот честно. Вот и ответ. Правильно? Все очень просто. Ну, опять. Все начинали с этой честности, да, перед давай собой. вернемся к старцам, которые проходили этот путь. Почему? Да. Потому что это опыт обычных людей, которые проходили этот путь и делились им с другими. Да? Ведь есть те же самые этапы во всех религиях. Подчеркиваю, во всех. Нет исключений. Почему? Потому что истина, она одна и та же. Это тот механизм или как это называют, тот путь, да? Но это механизм по факту. То есть здесь вот, знаете, вот как… Есть инструменты. Да, это Есть. инструмент, который ты берешь, Да, пользуешься, и у тебя Рабочая открываются формула. одни двери, наступают одни эффекты, за ними другие эффекты. И все через это проходят. Кроме обезьянок, которые слишком высоко о себе так вот сложили мнение, и сознание им рисует, что они прям, знаешь, так вот раз по щелчку, и они уже все, они уже духовно свободные, они уже все знают, умеют. Но это мнение, оно очень быстро проходит, когда человек сталкивается с реальностью или с опасностью какой-то. И тогда они у разбитого корыта, знаете, как в сказке. То есть жизнь прожил, а жизнь не обрел. Да, действительно, это очень многие страшно. люди понимают, что как раз-таки вот эти куча мегабайт информации, гигабайт даже информации, они тебя не делают духовным существом. Духовно свободным. Что там, где нужно продвинуться, надо двигаться, надо какие-то решимые шаги внутренние принимать решительно. У нас, знаешь, как еще вот отношение к духовному, вообще вот, ну, к духовным практикам, к миру духовному, это как вот потребительский формат. Если я занимаюсь духовными практиками, значит, мое тело не должно болеть. Значит, я должен получить удачу и успех во всех своих делах, в бизнесе, во всем. Значит, ну, ничего не должно происходить плохого со мной. Бог должен защитить меня, защитить ту территорию, где я нахожусь. Вот как то, что вы говорили в прошлой Обязательно. передаче, прилетит куда Обязательно. угодно, но и только ну, не ко как мне. же, ну как же к святому прилетит, да? Бог же сидит и защищает. Он его. своих обязательно убережет. Ну а как же? Вот такой это ж тоже. его ж уже, это ж его дитя. Разве ты не будешь спасать свое дитя? Будешь. Значит, что бояться такому человеку, да? Бог будет его спасать, а он всемогущий. Он, скажем так, и бомбы развернет, да, и ситуацию изменит, и климат остановит, лишь бы вот это его чадо жило спокойно. Да? А у меня другой вопрос, друзья. Вот мы сейчас начали вот сдалека к этому подходить. А давайте посмотрим на жизнь, действительно на жизнь настоящих людей, таких вот как Иисус Христос, как последний пророк. Ну, я думаю, достаточно. Это выдающиеся люди нашей современности, скажем так. Ну, в смысле цивилизации нашей. Это наша история последняя. И это те, кто являются примерами для миллионов, а то и миллиардов людей. Ну так же? Да. Давайте посмотрим на их жизнь. Насколько тяжело им было освободиться от того же сознания. Вот казалось бы, Сын Божий, Он знал, кто Он. Но свободен ли Он был от того же сознания, от тех же бесов? Ну, многие скажут, ну как же, вот Бог, да, Он же должен был освободить, это как многие у нас, да? То есть человек только пошел в церковь там или неважно в мечеть, один раз поприсутствовал, и все, и он уже духовно свободный человек, он уже святой. А почему ж тогда Иисус Христос вынужден был пойти на очень жесткие практики такие, да? То есть для того, чтобы присмирить вот этого беса в голове. Ну, это 40 дней в библейская пустыне. история. Да. То есть он доводил
организм до такого состояния, когда сознание уже сдавалось, потому что оно могло умереть. Ну, здесь еще есть нюанс. Нюанс этот заключается в том, что все-таки он был свободной личностью, он был духовным существом, и смерть физического тела ему дает свободу и больше ничего. И сознание это прекрасно понимало. И вот здесь, естественно, он вынудил это сознание. Но повторять это за ним не советую. Очень много было симонии в этом отношении. Многие пытались повторить так, как Иисус Христос, для того, чтобы упразднить свое сознание раз и навсегда. И очень многие умерли, став субличностью. Ни духовно не спаслись, ну, и жизнь потеряли, и шанс потеряли, понимаете. То есть это каждому свое. Нельзя баловаться. Жизнь надо беречь. Давай возьмем жизнь пророка Мухаммеда. Он ярчайший пример для всех людей. Подчеркиваю, для всех религий, всех конфессий и тому подобное. Почему? Его трепетное отношение до последнего вздоха. Он цеплялся за мир духовный. Сколько он был в практиках, насколько он выполнял глубоко духовные практики. А жизнь у него была крайне тяжелая. Гонения были, все было. Проблем было море у него, но он не сдался ни разу. Так же? И насколько трепетно он относился именно к духовным практикам, к контакту с миром Божьим. Почему? Простой вопрос. Ведь он же сам пророк. Его любил Бог, и он его выделил среди миллионов других людей. И тем не менее он цеплялся постоянно. О чем просил он Бога? Высшее общество. Совершенно правильно. Разве он просил хлеба насущного, там, не знаю, материальных благ, побед в войне, там еще что-то? Нет, друзья. Это мы просим. Приходя в мечеть, в церковь, мы хотим магии. А он просил одного — стать частью высшего общества. Постоянно. Даже он, как казалось бы, уже гарантированно место там есть. И тем не менее, он каждое мгновение доказывал, что он достоин этого. Для того, чтобы не утратить позиции. Правильно? А как у нас обстоят дела, друзья? Когда-никогда сходили в храм, в мечеть, выполнили духовную практику, молитву, еще, ну, у каждой религии, скажем так, свои, неважно. Это духовная практика, давай скажем так. Вот выполнили мы духовную практику, все, мы с Богом рассчитали. Знаешь, как долг отдал, да? То есть ты купил себе место. И остальное время ты остаешься наедине со своим сознанием, вернее, сознание над тобой продолжает доминировать. Ну разве ты станешь ангелом? Да нет, друг мой, как было мартышкой, так и останешься. Весь смысл заключается в том, это постоянный контроль зверя. Когда ты контролируешь зверя, ты ангел. Когда зверь контролирует тебя, и ты даже этого не видишь, ты обезьяна. И это правда. Ну разве не так? Это напоминает, знаете, библейскую притчу про брачный пир, когда было очень много званых, но мало избранных. И почему люди не пришли? Их позвали, зов этот шел постоянно. Они не пришли, потому что у кого-то там хлопоты, у кого-то торговля, у кого-то работа на полях. И только потом как бы люди осознают, что неправильно распорядились своей жизнью, неправильно распорядились временем, то им мешало, не знаю, кому-то супруга мешала, кому-то мешала работа, кому-то еще что-то. То есть что людям постоянно вот что-то мешает. Знаешь, вот часто наши друзья тоже и писали, и те, с кем встречался, жаловались на то, что не хватает времени. Говорят, вот была бы возможность вот все бросить, поехать там, скажем, какой-то храм или где-то вот уединиться и вот действительно заняться духовными практиками вот для того, чтобы получить. Но ведь это же колоссальный опыт, да? Это, ну, это реальная возможность соприкоснуться с миром духовным, чтобы ничто не отвлекало, не мешало. А говорит, не получается. Работа, семья, ответственность, ну куда ты денешься? Говорит, ну так вот тяжело вот, им бедненьким. Знаете, что я скажу вам, друзья мои, которые слушают собственное сознание от мартышки, которая рассказывает, что у тебя есть потенциал, но нет возможности духовно развиваться. Вот плюньте на все, возьмите отпуск, возьмите палатку.
Ну, желательно в летнее время, конечно, и куда-нибудь там, где безопасно, но никого нет. Вот чтобы вас никто не дергал, не отвлекал, хотя бы на недельку. Вот съездить и попробуйте позаниматься духовными практиками, вот духовно освободиться. И мы посмотрим. Знаешь, у таких людей не получится. Почему? Потому что они убегут от людей, но они не убегут от себя. Обезьяну-то они с собой возьмут, а обезьяна доминирует. Бедный ангел, он, извините, это знаете, вот «Гадкий утенок». Помните, такой вот был мультфильм в детстве? Вот у меня такое вот ощущение, вот глядя на некоторых людей, я всегда вспоминаю этот мультфильм, понимаешь, вот состояние их ангельской сути, как у того гадкого забитого утенка, где-то там под плинтусом, потому что обезьяна большая, сильная, запугала, обтрепала бедного, и он вот это вот цыпленок забился где-то и не может вылезти со своего укрытия и развиться полноценно. Мне еще запомнилось, как вы говорили, что обезьяне постоянно что-то мешает. То ствол скользкий, то бананы высоко где-то там Ну, а как висят. же? Да, Обезьяна никогда не довольна жизнью. И вот я же почему и говорю, вот съездите и попробуйте, уединитесь, и вы столкнетесь с такими проблемами, о которых вы никогда не подозревали. Но одно дело, если человек, знаешь, настроен действительно на борьбу, и вот он выйдет, возьмет с собой тетрадочку и начнет все записывать, хоть вот освободиться, он увидит, что никто и ничего ему не мешает, кроме обезьяны в голове. Ну или вот как в религии говорят, демоны, там еще что-то, сознание, не имеет значения. Система, как бы мы это ни называли, это проблема. Проблема, с которой мы рождаемся. Просто, знаете, взяли две составляющие. Вот животную часть, обычную мартышку, и ангельскую, и вот совместили. Но для того, чтобы из этого кокона, это даже не гусеница, а кокон, образовалась бабочка, человек должен преодолеть, победить, должна произойти победа, победа над самим собой, да? То есть победа над своей активной составляющей, которая цепляется за этот мир, для которой этот мир родной, трехмерный. А ведь для личности этот мир не родной. И личность практически его не видит. Без сознания личность не видит этот мир и не воспринимает его. Поэтому посредником служит сознание. Ну и сознание может творить что угодно, создавать массу проблем, заставлять отвлекаться, когда личность должна финансировать, давать больше энергии и тому подобное. То есть вкладывать собственное внимание не туда. Но когда ваше внимание, друзья мои, вкладывается в материальное, неважно по каким причинам, вы не вкладываете его в мир духовный. А если вы не вкладываете его в мир духовный, то ничего вы не получите. Ну, знаете, можно внешние действия делать какие угодно. Ходить не только руки целовать священнослужителям, да извините, хоть в заднице им целуйте. Отдавайте им все, что зарабатываете, продайте все, что имеете, и отдайте им. И пусть они молятся за вас с утра до вечера. Ничего не произойдет. Как был мартышкой, так и останешься. Извините, друзья, за откровенность. Никто не сможет вас спасти, кроме вас самих. А надо понимать, знаете, человек, он действительно двойственен. А рай — это не зоопарк. Обезьянам там не место. Это правда. Ну, знаешь, вот еще есть проблема в том, что люди, они далеко отошли от Бога. Вот, к сожалению, на сегодняшний день люди утрачивают вот эту связь, знаешь, вот слишком много информации, слишком много проблем. У нас проблемы со здоровьем, то у нас пандемия, то у нас политики проблемы. И вот это вот СМИ, оно нас настолько загружает внешними проблемами. Плюс еще кризисы начинаются, экономические, все всегда дорожает. Мы не можем вырваться из этого вот круга таких вот жизненных проблем. Нам некогда остановиться и просто глянуть вовнутрь, что происходит с нами. Понимаешь? То есть мы ловим себя уже на каких-то высоких эмоциях и тому подобное. И вот здесь вот, говорят, проблема современности. Но с другой стороны, друзья мои, если ты действительно хочешь и чувствуешь и понимаешь, если ты действительно любишь Бога или стремишься к Нему, то вся эта суета — это просто клондайк. Нет лучше времен для духовного спасения, чем сейчас. Почему? Потому что ты видишь суету этой обезьяны. Ты осознаешь, что она из последних сил карабкается на дерево, там, чтобы сорвать этот банан, понимаешь? Но как личность ты понимаешь, как ангел,
что это обезьяна, и это не ты. Достаточно лишь остановиться внутри. А мешает ли наша современная жизнь духовному освобождению людей? Нет, друзья, не мешает. Просто пример надо брать с достойнейших, с того же Иисуса Христа. Сколько Он пребывал, скажем так, в духовных практиках, сколько хорошего Он делал. С того же пророка, последнего пророка, достойнейшего из людей. Сколько он пребывал в практиках, сколько хорошего он делал. А разве у них была хорошая легкая жизнь? Нет. Разве у них жизнь была легче, чем у нас с вами? Нет. Угроз было меньше? Нет. Извините, Иисуса Христа обезьяны даже распяли. Задумайтесь об этом. Разве у него была легкая жизнь? Но некоторые скажут, да, но он же Сын Божий, он же знал. А кто вам мешает? Скажите честно. Вот кто вам мешает действительно приложить немножко усилий и прочувствовать Бога? Мир духовный. Ведь двери в духовный мир всегда открыты. Да, обезьяна туда пытается войти, но никогда не сможет. Духовный мир — это не зоопарк. Обезьяне там не место. А когда мы, будучи мартышкой, пытаемся туда пробиться, а для чего мы туда пробиваемся? Чтобы что-то получить, чтобы научиться магии, да? Чтобы доминировать над другими обезьянами. Ну давайте честно говорить. Поэтому никогда обезьяна не сможет прочувствовать мир духовный. Но каждый из нас, наш вот тот, извините, цыпленок, забитый под плинтус, здоровый, сильной агрессивной обезьяны, он знает, что Бог есть. Ну, знаете как, некоторые настолько гордецы, что им лучше себя считать большой и сильной обезьяной, знаете, такая как горилла, которая всех ломает, кусает, чем признать, что он маленький, несчастный, загнанный под плинтус цыпленок, но с шансом стать прекрасным лебедем. Ну разве не так? Настоящим ангелом. И взлететь в вечность, и стать равным среди равных, стать частью мира духовного. Что мы выберем? Задумайтесь просто. Никто не мешает. И пример нам есть кого брать. И есть достойнейший. Достойнее Иисуса Христа и пророка Мухаммеда тяжело найти. Но они такие же люди были, как и мы с вами, да? Ну, некоторые опять сейчас скажут, но он же был Богом. Да, в нем был, в его теле был ангел, но обезьяна была точно такая же, как ваша. И так же самое ему мешал. Но он-то ее укротил. Да, он знал, кто он. А разве вы не знаете? Прекратите врать себе. И прекратите слушать обезьяну и поступать как обезьяна. И вы увидите, как мир изменится. Вы увидите, как вы преобразитесь внутри. Ведь это же просто. Но тут обезьяна начинает рассказывать: ну если я так поступлю, все изменится. Меня не поймут друзья, от меня отвернутся родственники. Знаете, друзья, вот простой вопрос. Извините, буду говорить прямо опять, да? Сколько длится наша жизнь человеческая? Чуть-чуть. А где ты потом будешь? Ты будешь со своими родственниками, со своими друзьями и массой незнакомых людей, которым ты пытаешься впарить эту мартышку как нечто выдающееся, да? Ну мы же все так занимаемся. Мы живем же для людей. Нам важно, что о нас подумают люди. А где ты будешь потом, друг мой? Что важнее? То, что о тебе подумают, или кем ты станешь? Даже вопрос не в том, кем ты станешь, а кем ты есть. Кто ты? Смертная обезьяна? Или ты часть мира духовного? Ты ангел? Знаете, вот люди не хотят слушать. В первую очередь не хотят слушать себя. И вот здесь кроется весь ответ. Что значит люди не хотят?
Кто в человеке не хочет? Кто не хочет прислушиваться к вот этому шепоту, который происходит, вечный шепот внутри, от души к душе, как говорится? Кто? Только мартышка. И вот насколько надо быть слабым, да, ну так культурно скажем, чтобы променять свою жизнь вечную на существование, очень короткое существование обезьяной, знаешь. Друзья, это правда. Но если вам нравится быть мартышками, это ваш выбор. Но он недостойный, этот выбор недостойный человека. Человек здесь для того, чтобы жизнь обрести, чтобы ангелом стать. И обезьяна должна служить ангелу. Но для этого ангел должен стать сильным. Вот весь механизм, который есть и который проходили все. Опять, почему я упомянул за Иисуса Христа, рассказал, как Он практику проходил, да? Он долго боролся, а потом даже ему пришлось 40 дней ломать. Ломать эту обезьяну, потому что она большая, сильная. Ну, знаете, давайте поясним, для того, чтобы не было непонимания. Чем сильнее личность в этом кувшине двойственной природы, тем сильнее обезьяна. Ведь представьте, сколько внутренней силы, какой огромный потенциал, когда приходит ангел. Какая будет обезьяна? Ну, как на стероидах, знаете, вот для нашего понимания. Большая, сильная, в 3 раза больше, чем Шварценеггер. Но что, не так? Так. А чем слабее человек духовно, тем слабее обезьяна. Ну, все оно уравновешено, пропорционально уравновешено. Но начинать с такой позиции лучше всего. То есть начинаешь развивать ангела, вкладываешь внимание туда, куда надо, а обезьяна не успевает за тобой. То есть легче перебороть. А духовно свободным существам, которые здесь, им гораздо сложнее. Это действительно так. Это как пример Иисуса Христа. Или пророк Мухаммед, да? Величайший из людей. Он ведь настолько сильный был духовно, что он действительно помогал многим и помогает по сегодняшний день. Это действительно был любимец самого Аллаха, Бога, который выбрал его из многих. Разве он его не наделил силой? Наделил. Ведь сам Бог к нему посылал своего архангела для того, чтобы он его учил. Ну разве не так? Так. Представьте, какой силы была его обезьяна, когда с детства она начала развиваться в таких условиях. Но зная это, пророк его смирял каждое мгновение этого зверя внутри себя. А что? Нам это сложно или нам что-то это мешает? Любому из нас. Нет, друзья, ничего не мешает, кроме этой обезьяны. Если вот вы человек религиозный, вам надо пойти в храм, а вам не хочется. Вопрос, кто не хочет? Если у вас духовная практика, вам надо ее сделать. Вы чувствуете, хотите ее сделать. Ну, здесь появляется масса причин. Вам обезьяна создает такие условия, что вам надо срочно сбегать в магазин, помыть полы или лечь полежать. Ну, знаете, ну, тогда обезьяна побеждает. Тогда что остается? Тогда остается слушать жрецов и верить в их сказки. Ну, знаете, как бы мы ни верили в их сказки, как бы мы ни надеялись на то, что за нас кто-то что-то сделает, ну правда она сурова. И вот те же святые отцы с тех же религий, они говорят, что каждый должен пройти этот путь. И каждый должен столкнуться лицом к лицу с сатаной. И каждый должен победить. Ведь все одно и то же, испокон веков. Другого ничего нет, потому что это правда. А если нам страшно, мы не хотим сталкиваться, мы не хотим бороться, мы боимся, что мы сойдем с ума, выполняя духовную практику, потому что вот начинает мир меняться, мы раздваиваемся. Ну, кто боится? Обезьяна боится утратить власть, потому что начинает расти ангел. И вот здесь выбор за нами. И вот как Татьяна упоминала Серафима Саровского, когда он говорил Решимость. решимость. Если мы имеем решимость,
мы победим, мы не сдадимся. Знаете, простой совет, ну, чисто по-человечески. Подойди к зеркалу, посмотри, кто ты. Постарайся увидеть обычную обезьяну. Вот посмотри правде в глаза. Да, она может быть весьма симпатичная, не такая, как мы привыкли видеть в зоопарке. Ну, это результат эволюции, не больше. Все, что мы видим в зеркале, мы видим всего лишь обезьяну. Глядя друг на друга, мы видим обезьяну. Да, она может быть прекрасна, еще раз скажу. Умна, образована, но это всего лишь мартышка. А то, что мы чувствуем, то, что является нематериальной составляющей, вот это способно жить вечно. Так что надо развивать, друзья мои? Я не говорю, что не надо учиться или еще что-то. Вы знаете, в действительности учиться надо всю жизнь. Разве пророк не учился? До последнего дня он учился. Так почему нам нельзя учиться? Нужно. Каждый день. Иначе день прошел зря, если мы в этот день не учились. Учиться становиться людьми, учиться быть человечней, учиться любить. Элементарно, простое. Но вы знаете, что люди не знают, что такое любовь. Люди не знают, что такое любить. Люди не знают, что такое быть верным. Действительно, люди этого не знают. Мы утрачиваем это все. Так вот, пока мы не узнаем, что такое любовь, мы не сможем обрести жизнь. А на страхе и подчинении, знаете, как загнанная собачка. Ну, собакам даже в храме не место, не то что в мире духовном. Поэтому, друзья, все, что материально, оно смертно. Все, что мы видим глазами земными, все исчезнет. И то, что мы в зеркале видим, исчезнет. Но то, что мы чувствуем, то, что нематериально, но гораздо выше любой материи, то может быть вечно. Вот это и надо развивать. То, кем мы себя чувствуем внутри. Но исключительно с духовной позиции, подчеркну. Потому что сознание нам тоже начинает, скажем так, вставлять свои палки в наши колеса, создавать ложные образы, ощущения, эмоции. И люди, не имеющие опыта духовного, они путают именно духовное восприятие, чувственное восприятие с внутренней эмоцией и самомнением. Ну это ж так. Все начинается с правды. Нужно все время развиваться и учиться, потому что мастер — это всегда ученик. 100%. Ну, если мастер считает, что он мастер, и он чего-то достиг, что он совершенен, значит, он просто шизофреник, не больше. А настоящий мастер, он всегда учится. Он понимает, что еще очень много есть того, что он должен постичь. Но начинать, друзья, надо с любви. Так что давайте просто любить друг друга. Это самое простое, но это самое сильное. Это то, что дает жизнь и надежду не только каждому из нас, но и всем нам вместе, всему миру. Потому что любовь действительно спасает. И спасает не только нас, спасает и нашу планету, спасает все человечество. Ну это если этой любви много. А для того, чтобы ее было много, ну, каждый из нас должен трудиться над собой. Правильно? Излучать ее больше. Чем больше, тем лучше. Спасибо, что были с нами. Спасибо, друзья.